Привет! В этом уроке мы рассмотрим множественное число, вопросительные частицы и отрицание. Множественное число. Окончание первой строки дар-дер следуют после сонорных л, м, н, н и звонких ж, з. Например, кыздар – девочки, кыз – девочка заканчивается на звонкую з. Гласное в слове твердое поэтому добавляем твердое звонкое окончание дар. Адамдар – люди. Адам заканчивается на сонорную м. Гласное в последнем слоге твердое поэтому добавляем твердое звонкое окончание дар. Тельдер – языки. Тель – язык заканчивается на сонорную л. Гласное в слове мягкое поэтому добавляем мягкое звонкое окончание дер. Как всегда, после глухих согласных и звонких б, в, г, д в словах, заимствованных из русского языка, следуют окончания, начинающиеся на глухую согласную, в данном случае тар, тер. Например, жолдастар – товарищи. Жолдас – товарищи заканчивается на глухую с. Гласное в последнем слоге твердое поэтому добавляем твердое глухое окончание тар. Сорактар – вопросы. Слово сорак – вопрос заканчивается на глухую к. Гласное в последнем слоге твердое поэтому добавляем твердое глухое окончание тар. Окончание третьей строки лар, лер следует после гласных и сонорных р, у, и. Например, балалар – дети. Бала – ребенок заканчивается на твердую гласную, поэтому добавляем твердое сонорное окончание лар. Айлар – месяца. Ай – месяц заканчивается на сонорную и. Гласное в слове твердое поэтому добавляем твердое сонорное окончание лар. Окончания множественного числа не добавляются, если существительному предшествует числительное. Екі кітап – две книги, 14 күн – 14 дней. Если используются слова көп – много, аз – мало, бераз – біршама – немного, бірталай – большое количество, бірнеше – несколько и так далее. Например, аз қалам – мало ручек, көп адам – много человек. Если предметы неисчисляемые, май – масло, нан – хлеб, бақыт – счастье. Если в данный момент речь идет только о виде, племени, национальности, орыс – русские, казак – казахи, зверей, насекомых, растений, түлкі – лисицы, көбелек – бабочки, шөп – травы, частей тела, кулак – уши, саусак – пальцы. Но в другом контексте к этим же словам могут добавляться окончания множественного числа. Например, казахтар – казахи, шөптер – травы, саусактар – пальцы. Вопросительные частицы. В казахском языке есть два вида вопросительных предложений с вопросительным местоимением «Аскар кайда?» – «Аскар где?». Общий вопрос с вопросительными частицами «Аскар үйде ме?», «Аскар дома?». Правила присоединения вопросительных частиц практически одинаковые с правилами добавления окончаний множественного числа. Отличие только в одной букве «л». Сонорные частицы «ма», «ме» следуют не только после «р»,
У, И, но еще и после буквы Л. После звонких Ж, З и сонорных М, Н, Н ставятся вопросительные частицы первой строки таблицы ба, бе. Например, жазба – лето. Слово жаз заканчивается на звонкую з, гласное в слове твердое а, поэтому добавляем твердую звонкую частицу ба. Анба – зверь. Слово ан заканчивается на сонорную н. Гласное в слове твердое а, поэтому добавляем твердую звонкую частицу ба. Сенің үйің жақын ба? Твой дом близко? Слово жақын, близко, заканчивается на сонорную н. Гласное в последнем слоге твердое поэтому добавляем твердую звонкую частицу ба. После глухих согласных и звонких б, в, г, д в словах, заимствованных из русского, идут частицы второй строки па, пе. Например, мынау суретпе – это картина. Слово сурет заканчивается на глухую т. Гласное в последнем слоге мягкое е, поэтому добавляем мягкую глухую частицу пе. Бастык боспа – начальник свободен. Слово босс – свободный заканчивается на глухую с. Гласное в слове твердое о, поэтому добавляем твердую глухую частицу па. После гласных и сонорных л, р, у, и частицы третьей строки таблицы ма, ме. Ол сатушыма – он продавец. Слово сатуше – продавец заканчивается на твердую гласную, поэтому добавляем твердую сонорную частицу ма. Оның әндері жақсы ма? Его песни хорошие. Жақсы – хороший заканчивается на твердую гласную поэтому добавляем твердую сонорную частицу ма. В разговорной речи часто употребляются твердые вопросительные частицы, даже если им предшествовали мягкие слова. Например, ол сәуле ма? Она сауле? Ол үлкен ба? Он большой? Вопросительная частица «ще» используется, когда говорящий сообщил определенную информацию и о том же переспрашивает собеседника. Например, «Менің атым Кайрат». Мое имя Кайрат. Ал сенің ше, а твое? Менің сіңлім бар, ал сіздің ше? У меня есть младшая сестра, а у вас? Мен Казахстаннан келдім, ал сіз ше? Я приехал из Казахстана, а вы? Отрицательные суффиксы глаголов. Отрицательные суффиксы используются для образования отрицательной формы глагола. Сами суффиксы и правила присоединения этих суффиксов полностью идентичны правилам присоединения вопросительных частиц. Рассмотрим примеры. Жазба – не пиши. Сағынба – не скучай. Кетпе – не уходи. Сәлемдеспе – не здоровайся. Отырма – не садись. Алма – не бери. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также оставляйте комментарии. Увидимся в одном из следующих уроков.